Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выбросить нельзя утилизировать. О вреде использованных батареек для окружающей среды. Новые возможности. В Абхазии находится делегация Тамбовского государственного университета имени Державина. Проявить милосердие. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открывает сбор для 10-летней Аниты Харчелава. Указом президента Аслана Бжани исполнение обязанностей заместителя руководителя администрации президента возложено на помощника президента Республики Абхазия Пабба Валерия Ивановича. Под председательством вице-президента Бадры Гумба прошло заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Викторовича Адлиба. К юбилею Бориса Адлиба, который будет отмечаться в июле текущего года, планируется проведение вечера памяти, фотовыставки и презентации книги о бывшем руководителе Абхазии. Окончательный план юбилейных мероприятий будет утвержден на следующем заседании Государственной комиссии. В Министерстве экономики обсудили итоги заседания совместного абхазо-сирийского комитета, которое состоялось в рамках официального визита делегации Абхазии в Сирию. В нем приняли участие министр иностранных дел Даур Кови, представители Минтуризма, Минсельхоза, Таможенного комитета и Банка Абхазии. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что в контексте достигнутых договоренностей необходимо проработать определенный пакет двусторонних документов, который позволит расширить сотрудничество. Это касается банковской сферы, культуры, образования, спорта и ряда других направлений. Министр экономики поручила профильным министерствам и ведомствам, представители которых входят в состав комитета, подготовить свои предложения. Мы должны определиться в формате взаимодействия в банковской сфере. Это один из основных секторов, на которые обратили внимание, коллеги из Сирии. И в рамках именно этой сферы нам необходимо продумать механизм взаимодействия. Поэтому просьба, поручение Национальному банку определиться с концепцией возможного сотрудничества с правовой точки зрения и, безусловно, финансовой. Поэтому просьба в течение следующего месяца подготовить свой вариант проекта соглашения о сотрудничестве в этой сфере, для того, чтобы мы могли предложить сирийским коллегам его изучить и выйти на какие-то форматы взаимодействия. В Сирии подводят итоги президентских выборов, состоявшихся 26 мая. В них приняли участие 80% населения. Из-за очень высокой явки пришлось продлить голосование на 5 часов и направить на избирательные участки дополнительные урны. Выборы прошли без происшествий при участии международных наблюдателей, в том числе и из Абхазии. По предварительным итогам лидером голосования называют действующего главу Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Помимо него еще два кандидата. Президента сирийцы выбирают сроком на 7 лет. Амцахара и Айтайра договорились в дальнейшем согласовывать свои действия. Речь идет об объединении партий и движений, поддерживающих действующего президента. Такое решение было принято на встрече руководителей партии Лёсика Цугба и Леонида Лакербая. При этом руководители партии намерены проводить консультации с политическими силами, представляющими оппозицию, но приоритет будет отдаваться работе Общественного совета при президенте Абхазии. В первую очередь мы договорились о том, что надо объединить все партии и движения, поддерживающие действующего президента. Вчера заложили фундамент для этого и обратились с призывом к другим партиям. И еще будем обращаться, которые присоединятся к нам. Это был лейтмотив нашей встречи. А далее мы договорились, что встречи надо проводить с оппозицией, с любыми партиями и движениями, которые функционируют сегодня на территории Абхазии, с целью достижения консенсуса по всем волнующим наше общество вопросам, но чтобы это проходило под эгидой продекларированного президентом еще в феврале этого года Общественным советом
при президенте Республики Абхазия. Были, конечно, еще и другие вопросы. Это и выборы в парламент Республики Абхазия, в Народное собрание, ну и другие вопросы тоже. Встреча проходила в таком конструктивном формате. Мы давно такие встречи не проводили. Обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, особенно в свете последнего требования АРОА, прозвучавшего опять об отставке президента. И в результате этой почти двухчасовой работы мы пришли к мнению, что надо нам сейчас мобилизовать все силы на то, чтобы создать коалицию сил, поддерживающих президента. Те организации, партии, которые поддерживали его в период выдвижения, которые его сейчас поддерживают. Я хочу сказать, что эта идея была озвучена еще в декабре месяце. Уже тогда было много недопонимания, особенно со стороны наших оппонентов, что власть хочет создать. Я так полагаю, что если бы власть хотела создать, она бы давно создала бы. Но просто некоторые проблемы не позволили активизировать этот процесс. Мы пришли к тому, что его надо активизировать. И в продолжении темы хочу сказать, что на следующей неделе соберем уже все партии и движения, обратимся к ним, чтобы заявить о себе. В какой форме это будет, я не знаю, не мне судить, к какому выводу мы придем, но это будет структура, которая будет не только поддерживать все шаги президента и оправдывать любые шаги власти. Нет, это та структура, которая будет оперативно реагировать на те процессы, которые происходят в стране, но опять-таки с учетом того, что мы те силы и движения, которые поддерживали и поддерживают президента Аслана Бжаня. Второй момент, который мы обозначили, это тот момент, что, конечно, те консультации и встречи, которые проходят сейчас разного формата, в том числе с представителями оппозиции, они имеют право на существование, и никто против них не выступает. Но, на наш взгляд, была четко озвучена президентом еще в феврале месяце форма взаимодействия всех сил общественных и политических в нашей стране, называется Общественный совет при президенте. И мы подтвердили, что это реальная та площадка, на которой надо проводить встречи, на которой надо говорить, еще раз, ни в коем случае не отвергая другие встречи, но и не отнимая инициативу у президента. Инициатива проводить такие встречи принадлежит исключительно президенту Аслану Георгиевичу Бжане. Никакой другой партии, никакому движению она не принадлежит. И еще один момент, который мы обсудили в свете предстоящих в следующем году выборов. Мы нашли полное понимание, что есть кандидаты, которые будут предложены разного рода партиями и движениям. Естественно, я имею в виду сейчас тех, кто поддерживает президента. И, на наш взгляд, целесообразно будет идти единым президентским списком, если так говорить. Кандидаты будут представлены партиями, движениями, поддерживающими его. И мы к этой работе готовы, потому что время идет очень быстро. Уже гораздо меньше года остается до марта следующего года. И самая главная задача сейчас нас, чтобы не выдвигать тех, кто тебе удобен, а выдвигать тех, кто действительно может поднять на более высокий уровень авторитет абхазского парламентаризма. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, в тяжелом состоянии 14 пациентов. В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии. В Ачамчирской и Гагарской ЦРБ по 11 пациентов, в Ткварчалской ЦРБ 7. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 274 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 528 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В Абхазии в начале текущего года стартовал проект по сбору и утилизации бытовых элементов питания. Проект направлен на формирование у граждан экологического сознания, создание условий для раздельного сбора мусора, в частности, опасных бытовых отходов, таких как использованные батарейки. Алика Трапш продолжит тему.
Практически вся техника, которой мы пользуемся в быту, работает при помощи батарейки. Этот маленький предмет нам приносит столько удобства. Но наверняка мало кто задумывался, какой колоссальный вред может приносить использованная, выброшенная батарейка. Использованные батарейки относятся к опасным отходам. На каждой батарейке нарисован знак с зачеркнутой урной. Это предупреждение о том, что их нужно только утилизировать. Батарейки включают в себя опасные вещества – магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые способны аккумулироваться в организме, вызывая болезни. При сжигании батарейки выделяют специфические газы диоксиды, отравляющие людей. Они приносят огромный ущерб экологии. Во время разложения одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли. На отравленной тяжелыми металлами почве не растут растения. Этот участок надолго остается бесплодным. Совершенно очевидно, что этот тип бытовых отходов он не может быть просто выброшен в окружающую среду. Потому что вот те две батарейки, которые я сейчас держу в руке, этого достаточно для того, чтобы 25 квадратных метров земли оказались загрязненными. Здесь находится целый ряд тяжелых металлов, в которые входят и медь, и опасные соединения, включая, значит, литий. Потому что сегодня это достаточно высокотехнологичные изделия. Они используются в очень широком круге бытовых приборов сегодня. И в детских игрушках, аккумуляторные батареи сотовых телефонов. Это все является теми объектами, которые требуют к себе специального отношения, сбора и утилизации. В Абхазии, пожалуй, как и во многих странах, использованные батарейки выбрасывают вместе с бытовым мусором. Куда вы деваете использованную обычную батарейку пальчиковую? Мусорник. А куда ее еще девать? Выкидываем. Выбрасываем. А вы не слышали о вреде батареек? Нет. Вообще-то их выбрасывают. Что, нельзя их выбрасывать? Да вы что? А что можно с ними делать? Чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, Фонд поддержки культуры и образования «Республика идей» разработал проект, нацеленный на осведомление людей о проблеме утилизации батареек и сдачи их в специальные пункты приема. Проект поддержал Институт экологии. Проект осуществляется в рамках программы поддержки развития гражданского общества. Это совместная инициатива ЕС и ПРООН. Мы подали на грант, выиграли грант и с тех пор осуществляем проект. Проект идет уже около полугода, с января месяца. И сейчас такая финальная стадия, установка контейнеров и дальнейший сбор батареек. Помимо контейнера есть и информационная табличка. На ней указан QR-код, по которому можно перейти, и откроется карта с отметкой всех пунктов приема по городу. Карта в доработке, как только мы установим все контейнеры, она начнет свою работу. Проект включает в себя установку и обслуживание 50 специализированных урн по городу Сухум. Сейчас в некоторых местах и во всех столичных школах установлено порядка 35. Кроме того, в рамках проекта его авторы проводят среди школьников информационную кампанию для повышения их информированности. Специальная урна для использованных батареек установлена и на ГТРК. Теперь отсюда батарейки увезут на утилизацию. Одними из тех, кто очень часто пользуется в работе батарейками, являются наши коллеги, телевизионные операторы. Мы, операторы, всегда пользуемся пальчиковыми батарейками, поэтому раньше особо не задумывались о том, что это как-то может влиять на здоровье. Раньше мы в этой комнате, в операторской, мы все складывали в одну коробку. Очень долго оно здесь лежало, потом мы его выбрасывали в мусорный ящик, а сегодня уже есть специальная урна именно для батарей, куда их мы можем выбрасывать. В рамках проекта создания концептуальной схемы от сбора до утилизации бытовых элементов питания все собранные батарейки будут временно складироваться на территории Института экологии. И вопрос их дальнейшей утилизации будет зависеть от количества собранных отходов. Это пока пилотный проект, суть которого заключается в том, чтобы отработать механизм сдачи населением на специализированные пункты, причем делать это самостоятельно, затем все это собирать в одном месте и таким образом определить все те сложности, которые возникнут в процессе реализации этого пилотного проекта. Это даст возможность понять, с одной стороны, какой объем, значит, батареек
можно будет собрать у населения. Дальнейший ход будет понятен, что мы будем делать с этими батарейками, пытаться, значит, утилизировать их на месте, создав специальный цех для переработки, или же просто отправлять это в Россию или в какую-то другую страну, которая примет на переработку эти отходы. Если соблюдать все меры безопасности и пользоваться пунктами утилизации, то такого вреда экологии не будет. Необходимо серьезнее относиться к вещам, которыми мы пользуемся в обиходе, и после их службы, не задумываясь, выкидываем в мусорное ведро. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение. В Москве состоялась встреча министра культуры, посла доброй воли Абхазии Гудиса Агарба с российским кинорежиссером, героем труда Российской Федерации Никитой Михалковым. Никита Сергеевич высказал поддержку молодежному движению «Будущее Абхазии» и заявил о готовности оказывать материально-техническую поддержку Абхазии в сфере культуры и кинематографии. По решению молодых лидеров Абхазии Гудиса Агарба избран руководителем национальной платформы «Будущее Абхазии», запуск которой состоится 1 июня на стадионе «Динамо» в городе Сухум. Кроме того, 1 июня на стадионе «Динамо» с мастер-классом выступит легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Начало мероприятия в 19 часов. Продолжаем выпуск. Азарет Айба вновь переизбран председателем Федерации независимых профсоюзов Абхазии. В Сухуми прошел очередной 8-й съезд Федерации независимых профсоюзов Абхазии, на котором были подведены итоги работы за последние годы. Участие в съезде приняли делегаты из районов и городов республики. Перед началом работы участники съезда почтили память ушедших из жизни коллег минутой молчания. С отчетным докладом выступил председатель ФНПА Азарет Айба. Он отметил, что главная задача организации – защита прав и интересов трудящихся. Руководитель Федерации независимых профсоюзов Абхазии подчеркнул, что несмотря на то, что проводится большая работа по возвращению принадлежавших организации в советское время домов отдыха, пока в этом направлении результатов нет. С докладами также выступили заместители председателя ФНПА и руководители городских и районных отделений. В Сухуми находится делегация Тамбовского государственного университета имени Державина. В течение недели российские специалисты планируют провести мастер-классы для педагогов столичных школ, а также провести встречи с будущими абитуриентами. Репортаж пресс-службы администрации города Сухум. Глава администрации Сухума Беслан Эшпа принял делегацию Тамбовского государственного университета имени Державина. Тамбов и Сухум побратимы с 2012 года. Тогда же подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами. Весной этого года делегация Управления образования столичной администрации побывала в Тамбовском университете на форуме «Наука и образование». Государственный Тамбовский университет имени Державина сделал такой, я считаю, что это большой шаг в сфере образования для повышения квалификации уровня наших педагогов, совместной определенной работы. В этих рамках делегация приехала в столицу Абхазии. Глава администрации Сухума Беслан Эшпа отметил, что рад приветствовать столь солидную делегацию. Нам очень приятно, что такая солидная делегация у нас в столице Тамбовского государственного университета. Знаю про планы, про те мероприятия, которые будут проводиться в городе. Вот это для нас очень важно и очень полезно. Повышение квалификации нашего преподавательского состава – это для нас один из приоритетов на самом деле, потому что мы понимаем, что это дает в итоге для тех, кто учится в школах, для детишек, для поступающих потом в высшие учебные заведения. Вам за это огромное спасибо. Тамбовский государственный университет имени Державина – ведущий классический университет Тамбова и Тамбовской области. Основные направления образовательной и научной деятельности госуниверситета – медицинское, педагогическое, а также инновационное, экономическое, правовое, гуманитарное и социально-культурное. Университет предоставляет 90 бюджетных мест, на которые могут претендовать и абитуриенты из Абхазии. У нас классический университет со всеми направлениями подготовки, начиная от медицины, биотехнологии, беспилотной авиации и, безусловно, педагогика. Это очень интересно, я думаю, для вас, но и для нас, как такая площадка для обмена опытом. У Тамбовского университета заключены договора со 135 странами. В нем обучаются около 3000 иностранных студентов из 64 стран. Мы ждем ваших детей. Около 3000 иностранных студентов из 64 стран. То есть ребятки у нас представлены практически со всего мира. Мы умеем работать с иностранными студентами, мы готовы встретить ваших детей.
И я думаю, что здесь мы тоже найдем точки соприкосновения. Отлично. Спасибо. В ВУЗе обучают иностранному языку с нулевым уровнем знания. Есть возможность стажироваться за границей в языковой среде. По итогам 2020 года Тамбовский университет занимает в рейтинге почетное место по качеству дошкольного и школьного образования в России. Очень для вас будем полезны в плане выстраивания вариативного образования, различных вариативных форм образования. И это тоже заслуга нашего педагогического института, работы в базовой площадке, различные структуры. Что касается качества общего образования, у вас очень хорошая ситуация, потому что вы находитесь на стадии такого прорыва, развития системы. Когда-то и мы прорвали 10 лет назад, построили много школ, и ваши коллеги были в одной из школ, агробизнес, школы у нас, причем новые строятся, они имеют свою концепцию, причем концепцию разрабатывает ВУЗ. ВУЗ для школы, инфраструктура и готовит педагогов для новых школ. Поэтому концептуально, чем можем, всегда поможем, если выстраивать будете именно, так скажем, точечно, локально каждую школу под ту идею, которая, конечно, прежде всего полезна для развития социально-экономического развития Сухума. Ирина Аверина отметила, что Тамбовский университет может оказать методологическую помощь в обучении родному языку. А у вас родной язык, это ваше отче, поэтому мы готовы оказать помощь в повышении квалификации по обучению родного языка. В плане, конечно, методологических, методических линий. Для нас это очень тоже важно. Мы транслировали этот опыт со многими регионами России и с Кавказом тем более. Мы в течение многих лет были победителями гранта именно по этому направлению, поэтому опыт есть. Кавказ обучили всех руководителей и учителей русского языка. И это, думаю, то, что будет очень интересно. Тамбовская делегация побывала в 10-й Сухумской школе, где ученики рассказали гостям о своем старейшем учебном заведении и подготовили концерт с национальными танцами. Певец Артур Лакрыба исполнил песню, написанную в 2017 году «Сухум-Тамбов» на слова сотрудника столичной администрации Тимура Кукускер. Когда мы сюда ехали, говорят, абхазский язык такой трудный язык, ну, правда, я тоже читаю, и вдруг я сегодня слышу детей. Ребят, как вы сегодня красиво пели, говорили. Абхазский язык – самый красивый язык, поверьте. В нем столько сострадания, столько милосердия и столько искренности. Я желаю процветания вашего края, желаю процветания вашим школам. И чем можем, всегда поможем, на то мы и побратимы. Сухум и Тамбов. А в Доме учителя представители Тамбовского университета провели для сухумских школьников мероприятия по профориентации. Рассказали будущим выпускникам о существующих факультетах в ВУЗе, об условиях поступления на бюджетные места и о предоставлении общежития для проживания иногородним студентам. Ученики сухумских школ внимательно слушали выступающих, делая пометки в телефонах. Выбор факультетов был широк, и каждого заинтересовало что-то определенное. Заинтересовала, скорее всего, медицина и техника, такие как там дроны можно делать, и информатика, компьютерное образование. Факультет, который интересовал меня, его не презентовали, но я подошла, спросила лично. Вот там есть факультет психологии, очень давно хочу поступить на психолога, вот, и поэтому подошла, поинтересовалась. Так как на самом деле, если поступать в этот университет, мне кажется, будут достаточно большие возможности в будущем. Даже после завершения мероприятия школьники еще долго общались с преподавателями университета, спрашивали, уточняли, даже обменялись номерами телефонов. Судя по проявленному интересу, вполне вероятно, что уже в этом году кто-то из выпускников сухумских школ станет абитуриентом Тамбовского государственного университета. Амрамич Бадавидавицва, пресс-служба администрации города Сухум. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор для 10-летней Аниты Харчилава с диагнозом детский церебральный паралич. Девочке необходимо пройти обследование и лечение в Московском научно-практическом центре. Стоимость обследования составляет 250 тысяч рублей. Мне очень нравится читать. Ой, молодец. А что ты любишь читать?
Там задают нам всякие уроки, и я читаю их. Ну что ты последний раз читала? Книги Жукова, что я только не смотрела, не читала. Люблю читать и сама ходить в магазин. Ты сама продукты покупаешь, да? Да. А еще Анита Харчилава любит играть с друзьями, лечить животных и мечтает стать врачом. Несмотря на диагноз детский церебральный паралич, девочка активная и общительная, у нее много друзей. Учится Анита в 3 классе вспомогательной школы. В школу ее отводят родители. С учителем девочка занимается самостоятельно. Почти все время она передвигается при помощи костылей. Инвалидной коляской пользуется только в крайних случаях. Мы дошли до этой стадии, вот когда она самостоятельная полностью и дома больше, чем на улице, потому что на улице ей сложно. А дома у нее все сделано так, как ей удобно. Но, однако, мы вот никак все равно не пойдем. У нас стоит под вопросом операцию, надо делать, это тазобедренность. У нас проблема. Так как вес у нас добавляется, может быть ухудшение в любой момент. И мы каждый год делаем рентген. Проверяем, вроде бы пока стоим на месте. Вот. Но у нас сопутствующих еще много, там букет, конечно, всего. И я уже вот 3 года оттягивала ее, думала, вот мы пойдем, сейчас пойдем, но мы никак не смогли все равно. Анита родилась недоношенной, и уже в год ей поставили диагноз. С тех пор ее жизнь – постоянная борьба. Операции, препараты, ЛФК и массажи. Конечно, каждая реабилитация приносила результаты. Однако в 2017 году у девочки произошел эпилептический приступ. По сей день Аните приходится пить необходимые лекарства. Но при этом она стала набирать вес, что осложнило и без того нелегкое передвижение. Чтобы в дальнейшем исключить подобные приступы, улучшить ходьбу и состояние здоровья, девочке необходим очередной курс лечения. Уже реабилитация другая. Она уже растет, и практически невозможно ее подчинить к себе. Не знаю, нам нужно заново делать общее обследование всего, потому что у нас букет всяких болезней, чтобы вот я уже, наверное, в дальнейшем тоже была спокойна, чтобы она уже сама пошла без этих палочек. Потому что практически она привязана ко мне. Сейчас куда-то с кем-то ходить она не может. Стоимость обследования и лечения в научно-практическом центре Москвы составляет 250 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Харчилава. Чтобы Анита наконец начала ходить самостоятельно, ей необходима наша с вами поддержка. Сегодня объявлен сбор для 10-летней Аниты Харчилава, которая за свою короткую жизнь прожила уже многое. Ей и ее родителям довелось пережитие операции, лечение в разных клиниках. Но сегодня сложилась такая ситуация, когда этой семье нужно помочь. Если раньше они справлялись сами, но вот сегодня такие обстоятельства. И если каждый из нас еще раз проявит милосердие и встанет рядом с этой семьей, я уверена, мы добьемся результата в короткие сроки, потому что в ближайшее время Аните нужно находиться уже в Москве на лечении. Я прошу каждого, кто слышит нас сегодня, не пройти мимо боли этой семьи и поддержать нас. Помочь Аните Харчилава несложно. Для этого нужно отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Со 2 по 4 июня в Академии наук Абхазии пройдут вторые международные научные чтения памяти Виктора Гацака «Традиции во времени». Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии. Откроют чтение ученики Виктора Гацака, сопредседатель оргкомитета, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и заведующий отделом фольклора Института мировой литературы имени Горького Владимир Кляус. Вторые международные научные чтения нацелены на сохранение и развитие научного наследия выдающегося фольклориста, доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН Виктора Михайловича Гацака. 10 июня в конференц-зале Абхазского государственного университета состоится лингвистический форум «Общенациональный лингвистический съезд». Главная тема форума – выработка единой концепции по сохранению, развитию и внедрению абхазского языка во все структуры жизнедеятельности государства. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 28 мая в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 17.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.